Антропология, потому что я хотела изучать судебную антропологию, но так как судебная антропология — это новое направление в Центральной именно Азии, мне было тяжело найти судебную антропологию, особенно факультет. И я рассматривала разные университеты в Центральной Азии. И так как я изначально вообще поступала, конечно, в разных сферах, то есть я поступала в 6 университетов, в 3 провалила, в 3 поступила, но я поступила, конечно, в первый университет я поступила, это высшая экономика, была в Москве, поступила на политологию. Понятно, что с судебной антропологией это не очень сильно связано, но все же решила попробовать. Второе это было IT, я поступила в Корейский университет. И вот в третий выбор это пал на антропологию, потому что антропология, она связана с судебной антропологией. И, конечно, изначально я хотела изучить саму структуру того, что мы должны изучать в антропологии. И я поняла то, что антропология — это очень широкая дисциплина, где вы можете изучать все социальные сферы, включая культуру, социологию, также журналистику в какой-то сфере мы изучаем, потому что мы очень часто ездим на исследования и проводим интервью с местными жителями. Я не сожалею, что я выбрала АУЦА. Я, наоборот, горжусь тем, что я студентка АУЦА, потому что АУЦА дает очень много возможностей. Когда я приехала, я в первый раз узнала, что вообще такое волонтерство, так как я сама из Узбекистана, я приехала с Ташкента в Бишкек, для меня это было новое место. Я не знала ничего про Бишкек, я не знала ничего про Кыргызстан, кроме того, что он расположен по соседству Узбекистану, и я старалась воспринимать это выбор АУЦА как возможность чего-то нового. Это был риск, но риск оправдал, особенно в первый год я старалась выкладываться на все 100%, дабы оправдать свои ожидания. Я ставила перед собой хорошие цели, то есть не просто так, отучиться на хорошую оценку, достаточно просто стать профессионалом своего дела в антропологии. Нет, для меня было что-то большее. Особенно хорошо мне повлияла встреча с людьми, с успешными людьми, то есть не только в Кыргызстане, но также с Центральной Азией, благодаря которым я начала формулировать более четко перед собой какую-то цель, ставила, что же я хочу в жизни, и не просто концентрироваться в академической сфере, но также, чего я хочу большего, например. Конференции участвовать, потому что я тоже хочу рассказать о своей стране, я хочу рассказать о своей культуре, я хочу поговорить о правах не только женщин, но о правах вообще человека в целом. В течение первого года я перед собой поставила цель поездки за границу. То есть я искала в разных сайтах международных именно возможности посещения международных не только конференций, но также летних школ. Потому что для меня это в первую очередь международная связь с другими людьми, это возможность узнать что-то больше о других странах, возможность, попрактиковать свой английский язык, безусловно, и возможность дать слово себе, рассказать что-то о своей стране, рассказать о своей культуре и о месте учебы, почему бы нет, да. Для меня это было очень хорошим опытом, даже сказала бы отличным опытом в плане того, что я научилась находить общий язык с разными людьми. Не просто говорить что-то о себе, а в первую очередь научиться слушать других людей, научиться быть вежливой, научиться быть лояльной и особенно научиться говорить тактично. В первую очередь, потому что то, что принято говорить или формат твоего общения в твоей стране, не всегда приемлется в других народностях. Это самое важное. И когда я встретила людей с Непала, были с Америки, также были участники, большая часть, конечно, были с Азии, то есть были с Монголии, были с Китая, были разные. И мне нравилось то, что они все разные, и это было так интересно, мы дополняли друг друга. Я никогда не знала про европейцев более того, чем с книжки, чем прочитанной информации с газеты, с новостей. И мне хотелось понять, действительно ли соответствуют все стереотипы
в реальности, я начала общаться с ними, поняла, что большую часть того, что мы говорим и пишем, это не всегда соответствует действительности. Я начала изучать их. То для антрополога мне это просто восхищает, изучать других людей, изучать их историю, изучать их культуру, изучать их религию, потому что религия, культура и также место, откуда мы, нас формулируют как личностей. И когда я пришла в АЛЦА, с первого же курса нам учителя начали говорить: вы должны иметь свое мнение, вы должны иметь сильные аргументы, чтобы поставить человека на место, если он говорит неправильные вещи. Я советую школьникам, которые хотят понять, в какой сфере мне развиваться, в первую очередь поставить перед собой вопрос: кем я себя вижу через 20 лет, и каким человеком бы я хотела бы видеть себя, вот, напротив себя, видеть себя в зеркале, да, каким человеком я хотела себя видеть. АЛЦА можно описать 3 важными словами. Это международный, потому что здесь собрано столько людей с разных стран, и у тебя в первую очередь развивается твое communication skill, то есть ты начинаешь разбираться с людьми, какие они, откуда они, узнавать, что есть вот такие типа этнических культур, а есть, оказывается, есть вот религия вот в этой сфере, например. И ты начинаешь разбираться в ценностях чужой культуре в первую очередь. И начинаешь более уважительно относиться. То есть ты уже не живешь по стереотипам, а живешь по своему опыту. Общаясь с людьми, у тебя уже формируется какое-то мнение о определенной культуре. И это классно, потому что у тебя это не стереотипы, это не кто-то тебе сказал, это уже твое собственное мнение. А второе слово это возможности. Я могу сказать, как третье слово, это как АЛЦА, это не просто место, где ты получаешь классифицированное образование, да, но также ты получаешь семью. Да, ты можешь знать не всех студентов, ты можешь знать не всех преподавателей, но когда ты приходишь сюда, тебе нравится эта студенческая жизнь здесь. Ты чувствуешь какую-то частичку себя здесь, и многие студенты. Но независимо от этого, вот эти 4 года, проведенного в АЛЦА, вы наслаждаетесь не только от учебы, от самой атмосферы того, какое вам предоставляет АЛЦА. То есть обстановка в АЛЦА, она домашняя. Здесь есть кресла, здесь есть диваны, на которых можно полежать после учебы. И здесь реально как дома себя ощущаешь. Я не видела ни одного университета еще в своей жизни, кроме АЛЦА, где ты можешь ходить по холлу и захотеть поспать, пошел, лег на диван, и никто тебе ничего не скажет. Это нормально, потому что ты как дома. Ты чувствуешь здесь себя расслабленно. И при этом у тебя начинает кипеть мозг во время учебы, но при этом АЛЦА тебе дает возможность расслабиться, когда тебе это хочется.